Значит, ну, Scratch это известный такой язык, у него есть сайт. На этом сайте можно зарегистрироваться и можно выкладывать проекты готовые, вот, которые вы создаете. Так? Значит, программировать на этом языке можно либо также через сайт, то есть онлайн, либо есть программа бесплатная, ее можно скачать с сайта, и выглядит она примерно вот таким образом. Или картинки. Да, значит, ну, адрес сайта. Значит, вот так выглядит рабочее окно программы. Значит, ну, в чем преимущество? Ну, я тут немножко расскажу, это известный язык. Значит, управление осуществляется вот спрайтом, да, то есть такое понятие спрайт, это движущийся объект. Вот, ну а все программирование сводится к перетаскиванию блоков, да, то есть это визуальный язык, блоки разных цветов, и вот их функциональность как раз обозначается цветом, да, то есть тот или иной блок это просто разный цвет. Вот. Ну и, значит, для чего этот язык предназначен? Для создания игр, анимации и вот как раз робототехники, да, то есть про что я собираюсь подробнее рассказать. И также я могу запустить пример какого-нибудь проекта. Да, значит, где я столкнулся, да, с этим языком? Я преподаю в школе кадрового резерва Академии, и, соответственно, вот одна из тем это вот Scratch. Значит, этот язык, он подходит не только для младшего, да, возраста, для изучения азов, но, в принципе, и для более старших. И вот даже мне было интересно, потому что там есть объекты, объектно-ориентированное программирование, и вот взаимодействие между различными спрайтами, вот создание игр, это все довольно-таки интересно и развивать. Ну, это самый простейший случай, допустим, таким образом. Программка справа. Да, программка, да, сам код, вот он, скрипт, да, он справа. Значит, программа на русском, здесь можно выбрать язык, просто сейчас установлен английский, но, в принципе, тут много языков, поэтому можно перейти на русский. Давайте перейдем. Перейдем, да? Давайте. Ну и, в общем-то, вот видно сразу, да, более понятно стали, какого типа блоки, да, то есть вот внешность менять у спрайтов. У спрайтов есть различные костюмы. Вот, допустим, за счет чего летает, да, за счет того, что меняются костюмы. Так, получается, вот. Значит, несколько спрайтов. Так, еще раз. В общем, один спрайт бегает за пончиком, а другой бегает за ним. И, соответственно, спрайт нужно писать для каждого, скрипт нужно писать для каждого спрайта. Вот это можно посмотреть. Вот. Ну, в принципе, можно никакой аппаратной платформой не обладать, только установить вот эту программу и уже в ней решать некоторые задачи, связанные с робототехникой. Потому что роботы, они, ну, там есть такие стандартные задачи, допустим, они двигаются по линии, да, определенного цвета, или им нужно управлять там вправо-влево, да, то есть вот такие задачи вполне можно уже здесь решать. Но есть и дополнительные возможности, если есть в распоряжении платформа Arduino, да, есть такая платформа, она наравне с Lego существует, да, приобрести набор, и можно программировать вот такой контроллер Arduino. Но тогда, если вы хотите работать, вот, программировать такие устройства, то нужно перейти в другой редактор. Так, это вот скрипт, это спрайты. Так, да, вот, значит, вот такой редактор называется Scratch по Arduino.
Значит, ну, его он устанавливается, нужно подключать плату. Arduino, вот она здесь у меня подключена, она высвечивается. Но если ее нет, то в принципе тоже можно работать и без нее. В общем-то это такой же редактор наравне с предыдущим. Просто вот если у вас подключена плата, то здесь появляются дополнительные возможности по отправке сообщений этой платы и считыванию сигналов с сенсоров и напряжений, ну в общем и так далее. Вот тут. Ну, это опять же очень простой пример, просто чтобы было видно. Тут макетная плата, сам контроллер, и вот загораются лампочки, как светофор. Получается. Вот такая, ну, да, и скрипт, значит, там вот был на картинке. Да, если есть вопросы, пожалуйста. Вопрос такой. Вот здесь программа работает с внешними носителями, то есть, например, считать информацию с файла или, наоборот, сохранить информацию с файла. Внешнего носителя, который на компьютере. Да, ну, например, если я хочу, например, чтобы у меня была информация, которая там отображается, например, какое-то окошечко, да, или что-то делает этот вот товарищ, чтобы, например, зависел каких-то внешних числовых данных или текста какого-то. А можно случайно генерировать данные, а вот чтобы из файла, ну, у меня просто свои честно говоря, задумки, не встречал с файла. С файлами не встречал. Не было. Можно на самом контроллере расположить карту SD и на ней хранить какие-то данные. Вот это точно можно. А еще вот первая программка, вот можно к ней Да. вернуться? Да. Какого возраста школьников можно обучить? По ней? Вот такая, это, да? Нет, где была с движущими над теми героями мультяшными? Ну, вообще, это, конечно, с 5 класса можно. Можно. Да. Но, опять же, я говорю, что это только кажется на первый взгляд, что это очень простые. Вот, опять же, на сайте, о котором я говорил, можно посмотреть проекты намного более сложные. Да, допустим, несколько объектов, они двигаются, как-нибудь там ударяются, в это время что-то происходит. То есть, ну, можно вообще полноценные игры. Вот как раньше были приставки, да, вот телевизоры, вот подобного рода. То есть довольно сложные игры можно делать. Ну, это постарше не. Да, это уже постарше, и это будет интересно. Ну, говоря, картинку, что вы показывали, какой возраст? Может сделать. Я Да. думаю, 5-7 класс может сделать. В целом по стране у нас уже даже олимпиады проводятся по скретчу. Соревнования, олимпиады. Известные центры есть в Новороссийске, в Пскове. Наталья Янникова, такая учитель физики в Новороссийске. В Пскове есть очень известная. Она книжки на эту тему пишет. Там можно посмотреть. Ну, соревнования такие серьезные. Не просто там, вот как здесь простейшие какие-то модели, а формулируется задача, и в определенное время нужно эту задачу решить. А потом сам процесс работы, он достаточно творческий, вы там видели, там не просто нужно код писать, а собираются пазлы, из пазлов собирается. И сразу видно, если пазл не подходит, значит ты уже неправильно там синтаксис определенный нарушаешь в программе. Ну, то есть там не перетаскиваются, они все равно Ну, набивать? они как бы, некоторые соединяются между собой, некоторые нет. И, соответственно, если они не соединяются, значит такой последовательности нельзя их применять. Да. Да. То есть это еще как бы одна подсказка, так? Что там такие как бы выемки.